Вот, все появилось. Все. Угу. Угу. Ага. Угу. Так, теперь я вижу, а теперь мне надо, чтобы презентация на экране была. Да-да-да, да. Да, то есть для вас я там в окошечке в углу в левом, да? Угу, понятно. Ну, спасибо. Ну, попробуем. Угу, спасибо. Да, получилось. Иди. Вот это, да, вот здесь разрешить. Вот, у нас-то все нормально. Подключено. Да, да. Ага, так, надо а для того, чтобы выключить? Доброе утро, коллеги! Всех приветствую на вебинаре, который сегодня у нас будет посвящен использованию дистанционных образовательных технологий на уроках географии. На сегодняшний день уже очень много сказано о дистанционных технологиях. Ну вот давайте остановимся на важных моментах. Какие вопросы мы сегодня рассмотрим? На первом этапе мы вспомним платформы, ресурсы и сервисы дистанционного обучения, которые нам сегодня предлагают Министерство просвещения Российской Федерации. Вспомним правила организации дистанционного обучения, и наши коллеги поделятся опытом организации дистанционного обучения учителей географии. Организовывая обучение на дому, педагогу сегодня очень важно наладить взаимодействие с учеником и его родителями для достижения максимального эффекта получения знаний. Список бесплатных онлайн-ресурсов для получения знаний по предметам школьной программы постоянно обновляется. И при подготовке к дистанционному обучению вы уже знакомы с этим списком. Значит, он размещен на официальном сайте Министерства просвещения. Вы этот список и рекомендации можете найти в разделе, он так и называется, «Рекомендации Минпросвещения России по организации обучения на дому с использованием дистанционных технологий». Здесь представлен довольно широкий перечень. Онлайн-ресурсы для организации дистанционного обучения размещены и на официальном сайте Коми Республиканского института развития образования. Вы также можете эти онлайн-ресурсы найти в разделе «Методическая поддержка». Здесь, значит, в этом разделе имеются ресурсы как для родителей, учителей, преподавателей профессиональных образовательных организаций. Ну и есть ресурсы для подготовки государственной итоговой аттестации. Ну, нас, конечно же, интересует раздел «Учителям». Да? Значит, в разделе
для учителей вы увидите вот перечень следующих ресурсов. Здесь собраны ресурсы региональные, федеральные, ну и для значит, организации дополнительного образования и для досуга. В разделе «Региональные ресурсы» значит, вы найдете единую систему дистанционного образования в Республике Коми и можете воспользоваться этими ресурсами. Наверняка вы уже с ними знакомились. Значит, ну, давайте вспомним те платформы, которые чаще всего наши педагоги используют при организации дистанционного обучения. Конечно же, про дистанционное обучение педагоги уже слышали раньше, применяли в своей практике. Ну а сейчас пришло время, когда надо максимально быстро реагировать на запросы и осваивать современные технологии. Для одних этот переход стал, конечно же, очень сложным или, наоборот, планомерным, а у кого-то вызвал даже стресс. Чтобы не потеряться в разнообразии инструментов и тех технологий, предлагаем делать вот маленькие шаги к системной работе в режиме дистанционного обучения. Педагоги активно делятся своим опытом внедрения дистанционных форм школьного обучения. Предложено множество вебинаров. Специалисты Коми Республиканского института развития образования в течение весенних каникул и настоящее время продолжают вести вебинары, которые помогают организовать дистанционное обучение. Какие же правила лучше зафиксировать и какие шаги стоит сделать, чтобы не допускать лишних ошибок? Да, ну вот давайте рассмотрим некоторые ресурсы. Всем знакомая российская электронная школа. Значит, на данной платформе включены все предметы, кроме астрономии. Ресурсы сайта доступны без регистрации, но без регистрации можно рассмотреть только видеоматериалы, ну или другие интерактивные материалы. Ну а вот для того, чтобы организовать работу связки ученик, учитель, родитель, необходима регистрация. Следующая платформа – это Я-класс, дистанционный тренинг для школьников. Здесь тоже включены все предметы. Но данная платформа подразумевает регистрацию не только самого учителя, но и учащихся. И весь образовательный материал, он дается тоже как в интерактивной форме. Ну, конечно же, он недоступен для многих учащихся, потому что не все ученики имеют ноутбуки, да, телефоны, и регистрация затруднена. Следующая платформа – интернет-урок, образовательный видеопортал. Здесь собрано более 4000 видеоуроков. Коллеги тоже активно пользуются ресурсами данной платформы. Здесь также собран материал как для учеников, также и учителей. Ну, вот это небольшой перечень ресурсов, платформ, которые наиболее чаще используют наши учителя. Давайте мы с вами еще посмотрим материалы для организации дистанционного обучения по географии. На данном сайте вы видите только пример этих материалов. Значит, данную информацию вы можете найти также на портале «Открытое образование» на сайте КРИРУ ИПК в разделе «География» в методической копилке. Здесь собраны ссылки учебных материалов по темам и по классам с 5 по 9 класс. Значит, удобны материалы тем, что можно очень быстро найти необходимый ресурс и проверить, подойдет он вам для проведения дистанционного урока или нет.
Значит, еще раз повторяюсь, значит, данный материал вы можете найти на портале "Открытое образование. География. Методическая копилка". Ну вот давайте мы вспомним некоторые правила организации дистанционного обучения. Вот рекомендуем начать именно с организации вот этих правил. Для чего нужны эти общие правила? Вот представьте, у каждого ученика в среднем по 10-15 учебных предметов в неделю, а это работают разные педагоги. Они чаще не договариваются, и каждый решает сам, какую платформу он будет использовать, возможно, не учитывая и возможности ученика воспользоваться данными ресурсами. Вот в данном случае какие чувства может испытать ученик, родители? Думаю, вы догадываетесь. Ну вот давайте мы эти правила сейчас с вами немножко вспомним. Да? Задания дистанционного урока выкладываются в соответствии с расписанием на этот учебный день в определенное время с обязательным указанием срока их выполнения. Хотя Министерство образования Республики Коми не рекомендовало устанавливать жесткие сроки выполнения заданий. Ну, так как, опять же, учитывая те перебои, которые могут быть возникнуть в сети, да, срок выполнения может затянуться. Далее устанавливается единая платформа по возможности, да, для публикации учебных материалов и сбора выполненных заданий. Ну, значит, примите решение, да, с какой дистанционной платформой вы будете работать, или ваши коллеги будут работать, можно договориться, да. А если в школе уже есть несколько вариантов, выберите наиболее доступный. Обязательно запись необходима всех заданий в электронном дневнике, так как необходим мониторинг выполнения этих заданий. За каждое выполненное задание ребенку не нужно ставить оценки. Он учится так же, как и мы. Наша задача заключается в том, чтобы создать оптимальные условия для обучения и сопровождения учащихся в достижении результатов, а не контролирующая функция. Пусть контроль осуществляет различные тестовые системы. Сегодня мы о них тоже поговорим коротко. Значит, создается единая таблица, в которую педагоги-предметники заносят данные об учениках, испытывающих трудности с выполнением заданий. Наверняка вы уже получили задание, особенно классные руководители, собрать сведения о том, какие учащиеся вот как раз испытывают эти трудности. И исходя уже из этих проблем, конечно же, нужно подумать, как организовать учебный процесс. И вот данный момент вызывает наибольшее затруднение. Ну, здесь, конечно, придет на помощь и телефонная связь, и, возможно, это другие какие-то средства связи, да. Принимается общее решение о количестве вебинаров для детей по предметам. Ну, если вы ведете эти вебинары, рекомендуется по санитарным требованиям не более 3 онлайновых занятий в день. Хотя вот, например, у старшеклассников, да и в основной школе в расписании по 6, а то и по 7 уроков. Ну и также необходимо составить расписание с ссылками доступа входа в цифровые комнаты или платформы как для детей, так и их родителей. Обратите внимание на то, что необходимо прописать и разослать четкие инструкции, как для учителей, допустим, классных руководителей, учеников и родителей по организации дистанционного занятия. Желательно использовать ограниченный набор сервисов. Пусть это будет один логин и пароль. Вот представьте, да, если учителя используют разные платформы, да, и по каждому предмету это разные логины, пароли, конечно же, это очень неудобно. Тем более
техника у многих учащихся не позволяет работать с разными платформами. Так, здесь возникли проблемы, не видно. Все, да, нас видят. Определившись с правилами, уже принимаем решение по выбору платформы дистанционного обучения. В чем же различие дистанционного урока от обычного урока? Структура дистанционного урока, она также должна соответствовать системно-деятельностному подходу. Какие блоки может включать, да, дистанционный урок? Это мотивационный блок. Конечно, учащегося нужно замотивировать. В данном блоке важно поприветствовать учеников, рассказать, зачем мы это изучаем, зачем изучаем этот материал, чему научимся к концу занятия. То есть озвучить планируемые результаты, соблюдая требования федеральных государственных образовательных стандартов. Следующий блок – это понятные инструкции. Вот здесь очень важно прописать четкие инструкции без лишних слов, так сказать, без воды, в какой среде должен выполнить ученик то или иное задание. Это либо обратиться к приложению учебника, это может быть обратиться к тексту учебника, к рисункам. Это могут быть графики, таблицы, да, а может быть и различные ссылки, да, это и карты атласа. Выполнить нужно это задание в тетради, или это будет интерактивное упражнение, или в устной форме. Да? И здесь важно прописать, в какой форме должен предъявить учителю выполненное задание ученик. Следующий – это информационный блок, наверное, самый содержательный. Да? Представьте, новый учебный материал или интерактивные задания, в рамках которых ребенок учится и осваивает тему. Этот блок может содержать, например, видеоуроки, либо подготовленные лично вами или взятые из различных ресурсов интернет. Мы некоторые ресурсы назвали. Это и инфоурок, интернет-урок, Яндекс.Учебник, Фосфорд, Росучебник, та же российская электронная школа и так далее. Ну, а также интерактивные задания. Это опросы, тесты с автоматической проверкой. Это могут быть задания из различных источников. Ну вот как же быть, да, если учащиеся не имеют доступа к ресурсам. Ну и при организации дистанционного урока важно соблюдать санитарные нормы, постараться, вернее, учитывать требования к времени, проведенными за компьютером. Ведь нагрузка на зрительный анализатор учащихся в условиях дистанционного обучения увеличивается. Поэтому нужно продумать задания, которые учащиеся могут выполнить по учебнику. Важно при организации дистанционного урока обратить внимание и на блок обратной связи. Это может быть не обязательно тест по теме. Можно предложить ученикам и самооценку по определенным критериям. Формирование самооценки важно, да, также соблюдать и в условиях дистанционного урока. А также получить от них комментарии к заданиям. Можно использовать чат, да, по которым можно сделать вывод о степени освоения материала. Если у ребенка возникает затруднение, задайте ему возможность оперативно обратиться к учителю и доработать материал. Опять же, это можно осуществить через ГИС, электронный дневник. Учителя активно используют и, значит, телефон, сотовую связь, да, учащиеся, а также учителя обращаются через контакт, через социальные сети.
Вот здесь, конечно же, на блок обратной связи нужно обратить особое внимание. Иногда ученику не совсем понятна формулировка задания. И чтобы не вызывать стресс, негативные эмоции к выполнению тех или иных заданий, старайтесь прокомментировать более подробно то или иное задание. При проведении дистанционного урока обратите внимание и на коммуникативные и консультативные блоки. Создайте среду, о чем мы уже с вами говорили, в которой ребенок может спросить, еще раз дополнительно обратиться, что ему непонятно, получить поддержку или консультацию. Ну, здесь нужно, конечно же, подобрать онлайн-ресурсы, мы их называли уже, да, это и ГИС, это может быть еще и Google Classroom и так далее. Ну и чтобы познакомиться с этой средой и сразу же протестировать инструменты на практике, попробуйте сами побыть сначала в роли ученика, ну а потом уже и учителя. Ну, далее давайте мы с вами кратко рассмотрим опыт организации дистанционного обучения учителей географии. Конечно же, вот в той среде, в тех условиях, в которых сейчас находятся и ученики, и учителя, вот очень много ресурсов, мы говорили об этом, да, и чтобы не потеряться в этих ресурсах, значит, учителя, многие учителя, в том числе учителя географии, уже используют, вот выбрали для себя наиболее эффективные платформы, удобные не только для учителя, но и для учащихся. Они очень просты в освоении. Вот, например, перед вами платформа онлайн-тест-пад. Наверняка многие учителя используют. Значит, данная платформа позволяет организовать контрольно-оценочную деятельность. Чем вот она удобна? Ну, для того, чтобы эту платформу использовать, конечно, нужна регистрация учителя. Значит, давайте рассмотрим преимущества данной платформы. Во-первых, это бесплатная платформа. Значит, она многофункциональна, прежде всего для проведения тестирования. Здесь не надо регистрировать учащихся, достаточно при составлении теста ставить строку имя учащегося с указанием класса. На этой платформе можно самостоятельно составить тест по любой теме. Могут быть включены разные формы заданий, вопросы по содержанию, а также и формы ответов могут быть разные. Это может быть простой тест с выбором одного ответа, это может быть тест с выбором нескольких ответов, это могут быть задания, где нужно вписать слово или словосочетание, это может быть цифра, число, да, полученное в результате решения задачи. Значит, здесь задание можно включать по модели контрольно-измерительных материалов ОГЭ и ЕГЭ, в том числе и практикоориентированные задачи. Это могут быть задачи, которые предусматривают использование различных источников географической информации. Это и картографические, статистические, текстовые. Для решения практикоориентированных задач. Да? Далее. Оценивание на данной платформе происходит автоматически. Здесь также можно сразу, конечно, выводить верные ответы, то есть верно он решил или неверно, но для того, чтобы не было списывания, да, значит, верные ответы можно пока не выкладывать, дождаться, когда учащиеся класса решат этот тест. Ну, а оценки, они собираются в таблицу,
которая высвечивается для учителя, выводится процентовка выполненных заданий, ну, а далее с использованием шкалы, оценочной шкалы, учащимся выводится оценка, и эти оценки уже выставляются в электронном журнале. Ну, а ссылку на тест для проведения теста можно, ну, не можно, да, рекомендуется размещать в ГИС, в электронном э, журнале, да. Вот тут поступают вопросы, да, можно ли сохранить. Да, данную презентацию вы сможете увидеть, опять же, на портале «Открытое образование», значит, в разделе «География» методической копилки. Чуть позже я вам покажу, еще раз напомню. Ну и на этой платформе имеются готовые тесты по разным предметам, в том числе и по географии. Вот сейчас вы на слайде видите примеры некоторых тестов по географии, по разным темам. Ну и также здесь имеются готовые материалы и для подготовки к ЕГЭ, ОГЭ. Значит, но данные тесты можно использовать как тренировочные, потому что результаты по выполненным тестам, готовым тестам, уже учителю, ну, не будут выводиться. Ну, а порекомендовать их для учащихся, конечно же, можно для подготовки, для более успешного прохождения контрольного теста. Так. Еще коллеги поделились такой платформой, которая позволяет проверить картографические знания, ну или хотя бы развивать картографическое умение. Это платформа Лекта. Ссылки также на данную платформу я тоже размещу, значит, на данной презентации, и вы можете найти на портале «Открытое образование» по географии в разделе «Методическая копилка». Вот в чем плюсы данной платформы. Значит, данная платформа подразумевает использование бесплатной версии в течение месяца. Значит, на данной платформе представлены картографические материалы по классам. На слайде вы видите тему изображения земной поверхности 6 класса. Это атлас для 6 класса. Посмотрите, значит, выбрана тема физическая карта полушарий, то есть материал подобран по темам. Значит, вот, например, по физической карте полушарий вы видите 3 типа заданий, да, 3 раздела. Это карта полушарий, здесь имеется тренажер, это по теме материки и океаны. Ну и вот здесь вы видите Южную Америку, Африку и Евразию. Вот как раз изучение Евразии выпадает на период дистанционного обучения. Значит, здесь учащиеся могут потренироваться. Задание можно выполнять несколько раз. После выполнения заданий учащийся сразу видит, значит, свои результаты, насколько эффективно он выполнил это задание. Если его не устраивает результат, он может это задание выполнить снова, пройти несколько раз, то есть картографические умения. Значит, но опять же, как бы небольшой недостаток заключается в том, что эти результаты учитель не видит. То есть данный материал предназначен для тренировки умения работать с картой. Ну и для тех учителей и учащихся, которые имеют широкий доступ к цифровым ресурсам, можно предложить такую платформу, которая называется Padlet. Чем она интересна? Вот вы на слайде сейчас видите ссылку. По этой ссылке можно будет просмотреть инструкцию. Она небольшая, всего 10 минут, около 10 минут. Значит, использование данной платформы чем удобно. Вот вы на слайде видите
элемент данной платформы. Значит, с помощью данной платформы тоже нужно зарегистрироваться. Учащихся здесь регистрировать не надо. Значит, возможности данной платформы заключаются в следующем. Значит, можно выбрать формат. Ну вот, например, стена. Что она из себя представляет? Она напоминает школьную доску. На доске размещается, вот дальше я перейду, пример здесь показан небольшой, значит, большая тема, например, Евразия, да, или конкретно тема урока. Каждую строчку данной, вот коллеги говорят, что работали очень удобно, любой может ставить свой комментарий, то есть как раз данная платформа соответствует структуре дистанционного урока. Значит, здесь размещается задание пошагово, которое учащийся может выполнить, да, значит, это может быть какое-то практическое задание, да, это сюда можно разместить ссылку с видео ресурса, да, чтобы ребенок мог посмотреть, да, и, значит, тут же можно, значит, организовать обратную связь. Значит, удобно тем, что не нужно перелистывать постоянно, переходить на какие-то страницы. То есть для ребенка открывается доска, единая доска, значит, с пошаговым выполнением тех или иных заданий. Значит, данную платформу, как я уже вижу, коллеги пишут, используется и активно, да, и очень удобно. Так, может быть, какие-то есть вопросы. Ну вот у меня, значит, как бы небольшой перечень ресурсов, которые можно вот сейчас очень быстро освоить, да, и уже использовать при организации дистанционного обучения, в том числе и по географии, представлен. Я думаю, что вот эти ресурсы, да, это и платформу под LED, да, вернемся немножко, лекту для развития картографических умений, для организации контроля оценочной деятельности платформы онлайн-тест можно использовать уже сейчас, то есть освоить буквально за полчаса, ну, может быть, час, да, посидеть и уже, значит, данные ресурсы использовать для организации следующего урока. Может быть, коллеги, есть какие-то вопросы, на которые я вам могу ответить. Ну и еще раз, да, значит, данная презентация, материалы для, значит, организации дистанционного урока по географии, я уже говорила, будут размещены на портале «Открытое образование» в методической копилке. Значит, во всех материалах ссылки, которые, вот, допустим, на данном слайде вы видите, будут активны, да, вот. Значит, вы можете воспользоваться. Есть ли сайты, где можно работать с контурными картами? Ну вот, конечно, вот таких удобных сайтов я вот пока не обнаружила, которые можно было бы эффективно использовать. Есть на едином портале цифровых образовательных ресурсов, значит, цифровые платформы для работы с контурной картой, конструктор контурных карт. Но данный ресурс достаточно сложный, не каждый ученик сразу может понять, как работать с данным конструктором. Поэтому вот давайте пока можем ограничиться данным перечнем, да. Ну а если вы освоите какие-то новые ресурсы, мы будем рады разместить на нашем портале, да, и поделиться с нашими коллегами. Всего доброго. Желаю вам успехов. Всем желаю здоровья. Соблюдать режим самоизоляции. На сегодняшний день это очень важно. Ну и дальнейших успехов. До свидания. Жду вопросов. Может быть, кто-то еще какие-то вопросы задает.
Спасибо за положительные отзывы. Всего доброго.